Посланник Аллаха сидел, у него в руках была палочка. Он поднял голову и сказал: нет среди вас ни одного человека, чье положение было бы уже неизвестно, будет ли он в раю или в аду. Если бы человек знал, что с ним будет завтра, послезавтра и так далее, то он бы сгорел. Водку пить нельзя, курить нельзя, то нельзя, это нельзя. Вот такой ислам страшный. Я не расскажу секрет посланника Аллаха. И когда он уже умер, она тогда уже после этого сказала: поистине Джибрииль приходил, если мы говорим про смертную казнь. Да, она есть в исламе, да. Но вы знаете, например, что в 58 странах есть смертная казнь. Кстати говоря, на 7-м месте США. Так называемые сегодня российские эти муфтии, которые с минбаров, если они раньше говорили, выносили фетву, что защищаем Отечество, и это джихад, и призывают к джихаду и тому подобное. Приходить сюда, в Украину, убивать мирное население, то они сегодня уже не стесняясь говорят про нас. Вы можете себе представить это, да? Всевышний, Господь миров, Творец всего сущего, Он обладатель прекрасных атрибутов и имен, как сам об этом Он же опять же говорит в Коране, что у него есть прекрасные имена. «Валиллахил асма'уль хусна фад'у биха». У Аллаха есть прекрасные имена. Обращайтесь к Нему посредством этих имен, этими именами. И также в этом контексте сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Инна лиллах тис'a ва тис'ин». Поистине у Аллаха есть 99 имен. Миа илля вахида. 100 без единицы, то есть 99. Ман ахсаха дахаля аль-джанна. Кто исчислит их, имеется в виду, кто запомнит их смысл, кто будет жить этим смыслом, кто будет молиться Всевышнему посредством этими именами и так далее. Дахаля аль-джанна, тот войдет в рай. Так вот, одно из имен Всевышнего, дорогие братья, одно из имен Всевышнего, это то, что Он всезнающий. Это то, что Он знающий явное и скрытое. Алимуль гайби ва шахада. И как сколько много аятов именно в этом контексте. В частности, Аллах Субхану ва Тааля говорит: Алимуль гайби ва шахадати аль-кабируль мутааль. Знающий явное и скрытое, высочайший. Алям я'ламу анна Аллаха я'ламу сиррахум ва наджвахум. Всевышний знает абсолютно все. А разве они не знали, что Аллах знает сиррахум, их тайные беседы? Ва анна Аллаха алямуль гуюб, и что Аллах знающий сокровенно. И также Аллах говорит: иннама илахукум Аллаху аллади ла илаха илля хуа васи'a кулля шей'ин ильма. Поистине ваш Бог Аллах, нет божества, кроме Его одного, и Он объемлет все своими знаниями. И так далее. Как я уже упомянул, очень много аятов о знании Всевышнего. Именно по своему знанию Всевышний, по своей воле и знанию, предопределил каждому человеку, всему сущему, то, что Он предопределил и предначертал. Не принудил. У каждого человека есть выбор. А предопределил и записал, поскольку его знание, оно необъемлемо. И при этом Он сокрыл это знание, естественно, от нас, людей, как об этом сказал однажды посланник Аллаха. «Зата яумин джалисан ва фи ядихи удун янкуту бихи». Однажды посланник Аллаха сидел, у него в руках была палочка, и он что-то вот писал или чертил этой палочкой. Он поднял голову и сказал: «Ма минкум мин нафсин илля ва кад улима манзилуха мин аль-джанна». Нет среди вас ни одного человека, чье положение было бы уже неизвестно, будет ли он в раю или в аду. «Калю я Расуль Аллах». Они сказали: «О посланник Аллах, фалима на'амаль». Зачем же тогда мы действуем? Что же мы тогда делаем? Зачем нам действовать, поступать? Афаля наттакиль. Не следует ли нам просто уповать впустую? Каля ла. И он сказал: нет. И'амалу факуллун муяссирун лима хулика лаху. Нет, вы должны действовать.
Ведь каждому облегчено то, ради чего он был создан. Это с вселенской точки зрения, это с глобальной точки зрения. Комментируя этот хадис, я всего лишь на один акцент укажу, потому что можно долго говорить на эту тему. И на самом деле не про эту тему я хотел говорить. Это в качестве предисловия к основной нашей теме. Комментируя этот хадис, Аль-Хафиз ибн Хаджар Аль-Аскаляни, он что сказал? وَزَجْرُهُمْ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الْمُغَيَّبَةِ. Слова пророка вот эти. Нет, вы должны действовать, ведь каждому облегчено. Они также предполагают заджр, осуждение, критику. За то, чтобы человек не копался в том, что Аллах скрыл. Если Аллах скрыл, значит есть в этом мудрость. Так вот, дорогие братья, о чем я сегодня хотел поговорить в принципе? Знания. Правдивая информация. Обобщайте, абстрагируйте. Осведомленность. Правдивая. Соответствующая действительности. Я бы хотел поговорить именно об этом сегодня. А точнее, если точнее, об одном из важнейших качеств мусульманина. Умением управлять знаниями. Умение управлять знаниями. Умение управлять правдивой, достоверной информацией. А если еще сузить, умение правильно хранить информацию. Сюда же включайте хранить тайны и так далее и тому подобное. Идея родилась совершенно случайно, спонтанно. Как-то общался вот буквально на днях с другом. И затронули эту тему, и она родилась. И она на самом деле особенно важна сейчас. В это наше время, в военное время, во время войны. Что значит управлять знаниями? И вообще, зачем я начал с такого глобального? Семен, Аллах, атрибутов и тому подобное. Это значит всегда говорить то, что надо говорить, в том объеме, в котором надо говорить, и тем людям, которым это надо говорить. И мы в качестве примера, считайте, начали с самого глобального, с самого высокого, с Аллаха Субхану ва Тааля. Он, знающий все сокровенное, но он не открывает нам все. Не дает. Он ставит нам занавес, ограничивает нас в этом. Почему? Мудрость в чем заключается? Да она заключается в том, чтобы если бы человек знал, что с ним будет завтра, послезавтра и так далее, то он бы сгорел. Он бы не делал то, что надо делать. Что бы с ним было? Казалось бы, да? Знание же, иметь знания хорошо, но, тем не менее. И именно это пояснил посланник Аллаха в этом хадисе. Но, смотрите, умение, мы же говорим, умение управлять знаниями. Но, при этом иногда Всевышний Аллах, если мы говорим даже про сокровенное, мы же сейчас взяли в качестве примера сокровенное, Аллах приоткрывает этот занавес сокровенного. Особенно, когда мы приближаемся к судному дню, Он чаще и чаще приоткрывает этот занавес. Но не всем при этом. Избранным рабам, искренним рабам и так далее. Я говорю про вещи и сны. Про вещи и сны, которые, в принципе, про сны. Да? Если мы говорим, что есть 3 вида снов, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Эруя 3 вида сна есть. Фабушшара мин Аллах». Это вот то, о чем я говорю. Бушшара мин Аллах. Это радостная весть от Аллаха. Ва хадитун нафс. Это состояние души, когда душа отзеркаливает, разговаривает сама с собой. Человек что-то посмотрел, ему приснилось. «Ватахвифу мина шайтан». Это запугивание от сатаны, от шайтана. «Фаида ра ахадукум ру'я ту'аджибуху фалякус инша». Если кому-то понравился сон, пусть расскажет, если он пожелает. «Ваин ра шай'ан якрахуху». А если он увидел нечто, что ему неприятно, то пусть не рассказывает никому, пусть встанет и помолится. Более того, пророк саллаллаху алейхи ва саллям что говорит? Про вещий сон. Я сейчас про вещий сон, именно акцент на вещем сне, на правдивом сне. Он говорит, «Ваминха джуз'ун мин ситтина ва арбаина джуз'ан мин нубуа». Что он называет это даже одной из 64 видов пророчества. И что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже отдельно про ру'я садыка, что он сказал? Он сказал, «Асдакухум ру'ян, асдакухум хадифан». Самые более правдивые сны видят те,
кто самые правдивые в своих речах. И как я уже упомянул, в некоторых хадисах это также упоминается, что чем ближе судный день, тем больше Аллах Субхану ва Тааля приоткрывает этот занавес искренним верующим своим рабам. Для чего? Смотрите, это все в контексте управления знаниями, информацией. Да? Как Аллах Субхану ва Тааля это дает кому-то, а кому-то не дает. И для чего дает? Для того, чтобы успокоить душу верующего, своего искреннего раба. Для того, чтобы его, возможно, предотвратить от какого-либо зла. Возможно, чтобы морально его подготовить, потому что иногда человек видит что-то плохое, оно вещее, оно случается, но он уже морально, психологически к этому готов. И так далее. То есть во всем этом есть нечто, что доброе, нечто позитивное и так далее. Возьмем другую сферу в контексте вообще управления знаниями, информацией и так далее. Возьмем сферу призыва, наставления. По умолчанию, если мы говорим про призыв и наставление, да, про знания, ислам и так далее, мы не имеем права молчать и скрывать свои знания. Есть удивительный случай с величайшим сподвижником Абу Хурайры, ради Аллаху анху, который сказал однажды, когда почувствовал, что на него слишком много взоров обращено, тех же самых других сподвижников, которые были рядом, жили с ним и так далее. Они вдруг сказали, о чем говорит Абу Хурайра. «Инна наса якулуна аксар Абу Хурайра». Люди говорят, что Абу Хурайра очень много говорит, имеется в виду, передает хадисов. И это ему немного не понравилось. Не понравилось, ну, можно понять, почему не понравилось. Но он сказал, если бы не 2 аята в книге Аллаха, то я бы не рассказал ни одного хадиса. А затем он зацитировал эти аяты. «Инна ладзина яктумуна ма анзальна миналь баййинати валь худа». Поистине те, которые скрывают то, что мы не спаслали из ясных знамений и руководства, и так далее, и так далее. Да, эти аяты привел. То я бы ничего не рассказал. То есть он боялся оказаться в числе тех, о котором сказано в этих аятах. Но в то же время, в другом аяте Всевышний что говорит? Мы говорим про сферу призыва и наставления. Он говорит, «Уд'у иля сабили раббика бил хикмати валь мав'идати аль хасана». Призывай пути своего Господа с мудростью, благим наставлением. «Ваджадильхум биллати хия ахсан». И веди с ними спор наилучшим образом. Да, в контексте беседы имеется в виду диалога с людьми Писания. Но в целом мы говорим про призыв. Поэтому теперь вопрос. Опять еще раз повторяю. Мы говорим про умение управлять знаниями. Куда входит все, о чем я уже ранее говорил. Будет ли мудростью объяснять человеку, интересующемуся об исламе, например, сходу, да? Вот купить нельзя, курить нельзя, то нельзя, это нельзя. Даже есть удивительный случай, да? Некто, к которому пришли, вот так рассказали, накидали про ислам. Сказал, вот у вас такой ислам страшный. То есть входишь, отрубают, имеет в виду обрезание. Захотел уйти, все равно отрубают. Понимаете, да? Вот оно до чего может довести. А все из-за чего? Из-за отсутствия мудрости, из-за отсутствия умения управлять знаниями, информацией. И на самом деле мы должны это уметь, обязаны это уметь. И это видно, оно прослеживается красной нитью в сунне пророка ﷺ. Если мы говорим про сферу призыва, что пророк ﷺ сказал, отправляя Муада, того же Муада, в Йемен. В Йемен, где жили христиане, он известный случай. Он сказал, ты придешь к людям Писания. Если ты придешь к ним, то призови их к тому, чтобы они засвидетельствовали, что нет Бога, кроме одного единственного Бога Аллаха. Если они примут это, фадуахум иля ссаля, скажи, что им предписан намаз. Если они примут это, потом скажи, что Аллах фарада алейхим садаха, что Аллах предписал им закят, садаха, которая изымается у богатых, отдается бедным. Это и есть та мудрость, это и есть умение управлять информацией. Это все воспринимайте в этом
контексте. Означает ли, если мы говорим про сферу призыва, что мы должны скрывать явные законоположения и тому подобное? Будь то смертная казнь в исламе, если речь идет про отсечение руки. Там. Нет, конечно. Если сегодня в современном мире кто-то пришел, спросил тебя, прямо в лоб задал вопрос, а в исламе вот так, а как можно, а как нельзя? Ну, ты отвечаешь, естественно, говоришь, ты ничего не имеешь права скрывать. И умалчивать и тому подобное. Если тебе прямо вопрос задали. Но абсолютно не мудро, если человек пришел, интересуется исламом, сразу ему говорить о чем-то таком совершенно второстепенном. Правильно говорить сначала об азах, об основах и так далее. Но опять же, как говорить, если мы говорим про смертную казнь? Да, она, может быть, и есть в исламе, да. Уважаемые, ну вы знаете, например, что в 58 странах есть смертная казнь. Кстати говоря, на 7-м месте США. Интересно, да? Ну, в списках я вот сейчас ковырялся для интереса, не нашел даже Россию. Хотя в России люди там исчезают. Вот, их в тюрьмах пытают, естественно, сплошь и рядом и тому подобное. Поэтому в этой жизни не все очевидно. Теперь мы говорим про умение управлять информацией. Сужаем круг. Сужаем круг. Мы начали с глобального вселенского. Потихоньку сужаем круг. Другой пример. Что, например, живой пример. Из суры Юсуф. Все наверняка читали эту суру. «Из каля Юсуфу ли абихи». Вот Юсуф сказал своему отцу: «О мой отец, я видел 11 звезд, солнца и луну». Это вещий сон. Юсуфу, мальчику, который еще не стал пророком. «Я видел, как они поклонились мне». А его отец, который был пророком, сказал, что сказал? «Я буней ла таксус руяка». Он сказал: «О сын мой, не рассказывай этот сон своим братьям, не делись этой информацией, не говори эту информацию другими словами. А не то они замыслят против тебя дурное. Они не смогут это воспринять, это навлечет вред». То, о чем я сегодня пытаюсь вам сказать. Воистину, дьявол – явный враг человеку. Наверняка вы эту историю подробно знаете, историю Юсуфа. И далее в этой же самой суре, что говорит Всевышний Аллах? Он говорит, он начал с их мешков до того, как обыскал мешок своего брата, а затем вытащил чашу из мешка своего брата. Мы научили Юсуфа этой хитрости, ибо по законам царя он не мог задержать. Не мог задержать своего брата, если бы того не захотел Аллах. Мы возносим по степеням, и здесь я акцентирую ваше внимание. Мы, Всевышний говорит, мы возносим по степеням тех, кого пожелаем. И выше любого обладающего знанием есть более знающий. В этой жизни люди могут обладать знанием. Что Саади говорит? Всевышний Аллах возвышает одних людей над другими. Именно так Всевышний Аллах возвысил Юсуфа. Однако выше каждого образованного знающего есть другой, еще более образованный знающий. А самым совершенным знанием обладает ведущий явное и сокровенное Аллах. И в нашей обычной жизни, дорогие верующие, именно все так и обстоит. Есть более знающие люди, есть менее. И в этом есть великая мудрость Всевышнего, Творца всего сущего. Знание обобщайте. Правдивая информация, отображающая действительность правдивая. Она свет для незнающего. Она может оказаться оружием. Это знание может оказаться оружием в борьбе против зла. Оно может, это знание, оказаться мечом, которым ты можешь наносить раны врагу, но в то же время можешь этим же мечом убить своего друга. Такое тоже может быть. Поэтому важно правильно управлять этими знаниями. Да, эти мои слова, естественно, в первую очередь, они адресованы тем, кто вещает, тех, кого слушают. Но поверьте, каждый из нас, каждый сегодня из нас, потому что мир социализирован, то есть все в соцсетях, все в каких-то группах и тому подобное. Каждый из нас есть передатчиком определенной информации, передатчиком определенных настроений и так далее. Воспринимайте в этом контексте любое сообщение, которое вы даже просто перепостите, любой лайк, который поставите.
Или комментарий какой-то, о котором вы не подумаете, но сделаете и тому подобное. Еще далее сужаем круг, дорогие братья. В этом контексте умение управлять знанием. Есть еще одно важное качество, важнейшее качество мусульманина, которое называется хифзу сир. Умение хранить тайну, секрет. И оно считается качеством морали, нравственности. Вообще удивительно, да? Как бы хранить тайну, мораль, нравственность может быть не совсем очевидно для всех. Щедрость, милосердие, благородство, великодушие понятно. Но хранить тайну и нравственность может быть не совсем понятно. Но в исламе это джуз'ун мин хулукуль муслим. В исламе это часть нравственности мусульманина. И вообще оно ложится, в принципе, в общую магистраль. Основную магистраль в исламе, которая называется амана. И хифзуль амана. А амана, как мы говорили в одной из джума, это, в принципе, весь ислам. Хранить доверенно и тому подобное. Как говорит Аллах Субхану ва ауфу бил ахд. И храните завет, договор. Инналь ахда кана масуля. Поистине завет, договор, за него несете ответственность. Валладина ли аманатихим ва ахдихим равун. И те, которые хранят свои аманаты, то, что им доверено, и свои договора. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом контексте сказал: «Идза хаддаса раджуль», если человек сказал нечто, «Сумма альтафат», а затем повернулся, просто повернулся, не сказал, что это секрет, тайна. Фаги амана, то это и есть амана, это все, это нельзя рассказывать, нельзя передавать и тому подобное. Теперь возьмем сиру пророка саллаллаху алейхи ва саллям в этом контексте. Удивительный пример с Аишей и Фатимой радаллаху анха. Аиша видит, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть принимает Фатиму, она идет к нему и начинает что-то ей шептать на ухо. И она засмеялась. Потом он что-то ей сказал, не, она заплакала, а потом он что-то ей сказал, она засмеяла. И Аиша про себя сказала: «Факульту ма раайтука аль-йауми», я не видела сегодня фарихан, чтобы радость была так близка к грусти. И потом Аиша спрашивает у Фатимы, почему, что с ней произошло, почему она сначала заплакала, потом засмеялась. И та сказала, что я не расскажу. «Ма кунту ли уфшия сирра расулилля», я не расскажу секрет посланника Аллаха. И когда он уже умер, пророк, когда уже умер, она тогда уже после этого сказала: «Инна Джибрииль», то, что пророк ей сказал, мир ему. Поистине Джибрииль приходил и повторял со мной Коран в каждый год маратан. А в этот год он повторил со мной Коран дважды. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям посчитал, что это признак его аджаля, его смерти. И тогда она заплакала. А тогда он сказал ей: «Ама тардина ан такуни саидата ниса ахли аль-джанна». А ты не хочешь быть госпожой обладательниц, женщин, обладательниц рая? А у ниса аль-муминин, или верующих. И тогда она засмеялась. Более того, был сподвижник, который вошел в историю, которого так и прозвали: обладатель секрета посланника Аллаха. Это известный сподвижник, да? Он отличился этим статусом. Если Умар был Аль-Фарук, Абу Бакр был Сиддик и так далее, то этот был обладатель, носитель секрета посланника. Он знал поименно всех лицемеров. Обратите внимание, знание это было, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям не оглашал этого и не рассказывал об этом. Почему? Казалось бы, это же враги ислама, от которых очень много вреда. Это все в контексте управления информацией, знаниями, про которые я вам только что говорю и повторяю говорить. Да все просто, и на примере это видно. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в ответ Умару, который сказал: «О посланник Аллах, позволь мне отрубить ему голову». Тому бедуину, который сказал: «О посланник, ты несправедлив, делишь». Тут это, там что-то делилось, он сказал: «Ты несправедлив» и так далее. Он сказал: не, ты что, нельзя, Умар. А иначе будут говорить, что Мухаммад
убивает своих сподвижников, убивает своих друзей. Более того, какова оборотная сторона всего этого? Что происходит, когда человек не способен управлять знанием, своей осведомленностью? Когда он направо-налево начинает насыпать, рассказывать все, что узнал, услышал. Он как минимум что? Распространяет слухи. Хуже того, он может стать намамом, наклепщиком и так далее и тому подобное. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Кафа биль мар'и казибан». Достаточно человеку лжи, чтобы он рассказывал все, что он услышал. Поистине в день джума есть такой момент, дорогие братья, когда Аллах принимает наши мольбы. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем, лишь Его молим о помощи и прощении. Кого Аллах наставит на истинный путь, того уже никто не собьется с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что нет Бога. Кроме одного единственного Аллаха, я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Итак, подводя итоги, братья, все, что говорит человек, о чем он молчит, что слушает, от чего воздерживается, все это архиважно, очень важно. В вопросе, который мы сегодня подняли, поскольку знания, информация, они имеют свое поле. Это называют информационным полем. Они, если хотите сравнения, даже то, что мы слушаем, не слушаем, оно все взаимосвязано. Сообщающиеся некие сосуды, если мы говорим про жидкость, про физику. Но, к сожалению, регулируем и управляем некими людьми, понимаете? Где-то подкрутили, где-то не докрутили, настроение подняли, упало и тому подобное. Где-то что-то распространили. Это все ложится в тот же самый контекст информационной войны, пропаганды российской, про которую мы сегодня говорим, если это война. Фейки, которые распространяются и тому подобное. Поэтому в исламе всегда важно все проверять. Поэтому, например, Всевышний Аллах сказал в Коране, это вы все знаете, у тех, которые уверовали, но важно не просто знать, важно всегда это жить с этим. Если нечестивец принесет вам весть, то разузнаете, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а то будете сожалеть о содеянном. Это один из важнейших принципов ислама, дорогие верующие, которому важно соблюдать. Это аяты, про которые мы всегда читаем на джума, как пророк саллаллаху читал. Из суры Каф, где Аллах говорит: «Ма яльфизу мин каулин илля ладейхи ракибун атид». Стоит ему произнести слово, стоит каждому из нас произнести хотя бы одно слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. И мы должны все понимать, что за это мы будем спрошены в судный день. «Ваджаат сакратуль маути бильхак». И вот пришла смертельная агония, она явилась с истиной. Вот то, чего ты избегал. Это один из важнейших принципов ислама, который обязан соблюдать мусульманин в принципе, а в военное время особенно. Сколько мы сегодня видим, да, блогеров? 1001. И все слушают один этого, один того, третий этого, четвертый этого и тому подобное. И ты иногда начинаешь общаться и шок ловить от тех настроений, которые есть вообще. Казалось бы, да, социум, но он разорван. Потому что каждый живет в своем мире. А если учитывать человеческую душу, которая любит слушать то, что хочет услышать, то вообще все становится на свои места. Поэтому, дорогие братья, будьте бдительными, будьте внимательными. А ведь недаром посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, если мы говорим про военное время, про джихад, что он сказал, да? Он упомянул, он сказал: «Аля ухбируке». Он сказал: «Расуль амриль ислам», основа положения ислама. «Амудуху сала», стержень намаз. «Вирвату санамихиль джихад». Вершина, пик Эверест, джихад. Мы это приводили неоднократно. А потом сказал: «А не сообщить ли мне тебе, бималяки залики кули, что удержит все это?» Он сказал, сподвижник сказал этот, который спросил его: «Баля, я рас». Да, конечно, он посланник. И тогда он сказал: «Я наби Аллах». И он сказал: «Куф алейка хада». Придержи это, язык. Придержи свой язык.
И тот спросил: о пророк Аллаха, а разве мы будем отвечать за то, что мы просто говорим? Он сказал: да лишится тебя твоя мать, о Муаз. А разве люди не будут ввержены в огонь, кроме как за то, что пожинают их языки? Помимо этой оборотной стороны, я сейчас указал на оборотную сторону этого всего, да? Отсутствие умения управлять информацией, знаниями и тому подобное. Есть еще нечто пагубное в этом вопросе. Это то, как используют знания. Используют знания так называемые сегодня российские эти муфтии, так называемые имамы, которые с минбаров, если они раньше говорили, выносили фетву, что защищаем Отечество, просто ограничиваясь этим. И это джихад, и призывают к джихаду и тому подобное. Приходить сюда, в Украину, убивать мирное население. То они сегодня уже не стесняясь говорят про наступательный джихад. Вы можете себе представить это, да? Ссылаются на сиру, пророка, саллаллаху. И что они делают сегодня, эти рашисты, на самом деле, типа наступательный джихад, но в то же время защищают себя. Ауду билля, да упасет нас Аллах от этого. Эти люди, я не понимаю, куда они, то есть куда еще можно упасть? Куда можно упасть ниже, я не понимаю. На них, на таких людей распространяется глубокий смысл аята Всевышнего, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: среди них есть такие, которые искажают Писание своими языками. Искажают Писание своими языками. Это уже было в истории. Среди иудеев были такие, которые искажали Писание. И в этом контексте про них говорится, чтобы вы приняли за Писание то, что не относится к нему. Они говорят, это от Аллаха. А ведь это вовсе не от Аллаха. Они сознательно возводят навет на Аллаха. Да упасет нас Аллах и защитит от этого. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас сделал правдивыми, искренними. Чтобы Он нас сделал теми, кто всегда говорит кауль аль-хак. Говорит истину тогда, когда надо ее говорить. Молчит тогда, когда надо молчать. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات